мы и за 10, за 11 тысяч по вакцинации вышли. За последнюю неделю жители Татарстана кардинально пересмотрели свое отношение к вакцинации от коронавируса. Об этом говорят цифры. Новый рекорд. За сутки привились 11 782 человека. В целом по республике прививку уже сделали больше полумиллиона жителей. Юбилейную 500-тысячную вакцину получила жительница Челнов Татьяна Харитонова. Вакцинация – возможность обезопасить себя и семью, говорит она. Ведь во многих регионах страны весь июнь идет рост заболевших. В Татарстане ситуация пока стабильная. Всю неделю за сутки около 30-35 новых случаев. Однако жители атакуют новые штаммы. Увеличилось количество молодых, которые имеют проблемы. Коронавирус же тоже меняется, проходит в более сложной форме. Мы должны жестко соблюдать все санитарные, эпидемиологические нормы, которые нами приняты, но и вакцинация. Если в больницах борются за человеческие жизни, на полях сейчас настоящая битва за урожай. Министр сельского хозяйства Марат Зебаров докладывает, из-за палящего солнца с каждым днем ситуация ухудшается. Подобно и у соседей в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. Текущая неделя была аномально жаркой. В то же время для сохранения посевов продолжается запланированное мероприятие. Управление гидрометеорологии Республики Татарстан 23 июня подтвердило наступление опасных агрометеорологических явлений. Суховей в 26 районах, почвенная засуха в 6 районах, атмосферная засуха в 2 районах. Объявят ли из-за засухи в Татарстане режим ЧС республиканского уровня, будет известно на следующей неделе, говорит Марат Зябаров. Президент призывает сделать все возможное, чтобы потери были минимальны. И здесь свою роль могут сыграть программы мелиорации. Работа по расширению мелиоративных программ, она должна, во-первых, в этом году, чтобы все наши системы работали. Ну и на будущее узкие места посмотреть, где еще мы можем поработать в части мелиорации. Другого пути нет. Работать по сохранению влаги, работать по устойчивым к засухе сортам, ну и максимально использовать систему полива. Еще один вопрос на контроле – строительство жилья и ремонт социальных учреждений. План по вводу жилья выполнили на 48%. По нацпроектам в республике сейчас строят 95 объектов. Школа на 1500 мест. В настоящее время образовательные учреждения комплектуются всем необходимым оборудованием. 16 детских садов строятся в рамках федеральных проектов «Жилье» и содействие занятости женщин. Выполнение работ на объектах превышает 54%. На одном объекте в городе Набережные Челны работы уже завершены. 1 июля в Кукмаре в рамках федерального проекта должны сдать новый спортзал. Заканчивается строительство 54 домов и по социальной ипотеке. В этом году в республике обещают сдать 161 многоэтажку. Юлия Гоголева, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.